Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо за ваши лайки, за ваши добрые, хорошие комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие подарки от Вселенной вам по судьбе? Пожалуйста, настройтесь на гадание, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие подарки от Вселенной мне по судьбе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какие подарки от Вселенной вам по судьбе. Так, ну что, мои дорогие, здесь подарочков много, подарочки разные. Есть подарочки и побольше, есть и поменьше, и позначимее, и попроще. Смотрите, начну я, пожалуй, наверное, с самых главных. Да? Самый главный подарок — это то, что ваша жизнь, она начнет обретать вот прям в прямом смысле слова смысл. Смысл поймете, куда двигаться, к чему двигаться, как, зачем, от чего. Поверите в себя, поверите в свои силы, поверите в свои возможности. Здесь перед вами просто вот открывается, не знаю, какой-то небесный путь, что ли, да, вот Вселенная просто там вам лепестками роз выложит какую-то новую дорогу, и вы блистаете, вы реально блистаете. Вы в руках, вот вы, да, в руках держите сразу два дела, не одно, два дела, две каких-то работы, два каких-то увлечения, хобби, то есть совмещаете. Одно дело, скажем так, кормит, а другое дело, оно вас вдохновляет. То есть два интересных очень дела. Кстати, может быть и два человека важных в вашей жизни, между которыми вы стоите, вот они ваши, они вас радуют, и от вас могут быть, например, зависимы каким-то образом. То есть вы человек, например, там, который, не знаю, там и прекрасная мама, и бизнес-вумен, да, хозяйка бизнеса семейного, понимаете, и так вы, весь цикл на вас, да, все зацикливаются на вас, сходятся все концы к вам. То есть здесь человек у нас венец, просто венец творения, судьба вам благоволит, как хотите. Здесь я вижу очень сильных ангелов у вас, ангелы прям такие мощные, я бы даже сказала. Здесь не просто даже ангел-хранитель, тут еще и род. Род очень сильно за вас горой стоит, вот, отводят. Духи рода отводят от вас беду. Вот знайте про это. То есть кто там жалуется на свою жизнь, на свою судьбу, знайте, что зря вы жалуетесь, потому что на самом деле духи рода отводят от вас очень много каких-то неприятных моментов, которые могут, например, вам навредить. Так, еще момент. Ангел-хранитель. Ангел-хранитель, он же ваша интуиция, он же ваш помощник, подсказчик, постоянно рядом с вами. Он у вас достаточно такой большой и сильный, я бы даже сказала, да, говорит с вами через сны, говорит через других людей, вот, кстати, тоже может говорить. Тут постоянно вам что-то предлагается. Не знаю, в последнее время я вижу, что вам какой-то человек вам его предлагает, да, обратить на него внимание, рассмотри этого человека. Это не значит для любви, это значит, может быть, там кого-то послушать, прислушаться, да, взять чей-то совет, чей-то адвайс. Это вот для вас будет полезно и важно. Так, следующий момент. Я вижу у вас машина такая, знаете, даже не знаю, интересная, как фургончик, что ли, вот какая-то такая интересная машина. Машина эта вам нужна. Либо сейчас она вам нужна, вы ее приобретаете, либо в момент, когда вам будет нужна, вот сразу какое-то очень хорошее предложение к вам заходит. То есть это тоже Вселенная вам посылает. И я вижу, что это не та машина, которая вот в ваших мечтах, но вот почему-то какой-то фургончик, то есть, не знаю. Вот эта машина для вас, вот именно для вашей ситуации будет просто супер. Вы этого сейчас не понимаете, но когда это случится, вы
оцените всю мудрость и широту Вселенной, да, насколько вот о вас подумали, насколько о вас вот позаботились, да, вам именно такую возможность приобрести именно эту вещь, да. Вот как-то так складываются обстоятельства, то ли у вас денег именно на этот автомобиль хватает, либо, скажем так, самое там оптимальное предложение, качество там и соответствует качеству, цена, вернее, качеству соответствует. То есть момент именно такой, именно судьбоносный, да, вот как-то говорится, нежданно-негаданно. Плюс я вижу у вас работа. Вот вы за столом сидите, что-то делаете на столе. На столе, на какой-то поверхности вы что-то делаете руками. Это просто замечательно, это просто вау, это выше всех похвал, это и ваш талант, и ваше самовыражение. И еще раз говорю, это то, что вас, скажем так, с одной стороны умиротворяет, а с другой стороны вы именно в этом себя проявляете. Это какое-то искусство, либо какой-то ваш дар, который вы несете в мир. Понимаете, это замечательно. Вселенная вот всячески будет делать такие моменты, да, подстраиваться под вас, чтобы у вас было больше возможностей именно себя вот в таланте, в своем искусстве проявлять. Так. Кто мечтал о своем доме, о своем угле? Здесь я вижу, либо это какая-то аренда очень выгодная, либо какая-то выгодная сделка по поводу, не знаю, там купли, продажи, вот что-то такое идет. Но будьте бдительны, будьте аккуратны, потому что, возможно, какой-то вот человек хитренький находится рядом с вами, который пытается, вот, не знаю, то ли время тянуть, то ли, как-то вот так действовать, да, как будто бы свою какую-то выгоду пытается реализовать. Так, и еще момент. Я вижу у вас защитника, человек-защитник. Человек-защитник, который вас, просто в прямом смысле слова, от чего-то избавит, спасет, поможет. Человек вам незнакомый на сегодняшний день. И этот человек, вот его просто вот в нужное время, в нужный момент вам дадут. Дадут для того, чтобы он, например, сыграл свою роль, защитил от каких-то вот, плохих моментов, неприятных, скользких, мутных. Да, человек вот неожиданно, да, вот прям встанет перед вами и перед вашей бедой, да, и сможет вас от нее увести, спасти, и вы будете ему безмерно благодарны. А человек, он, понимаете, он как будто бы и не при делах, да, то есть он не будет чувствовать свой вот этот героизм, но будет считать, что так и надо, все нормально. Так, вялотекущее дело, причем оно связано с другим человеком, либо с ребенком, либо с другим человеком на расстоянии. То есть какое-то дело, которое никак не может решиться, очень оно уже затянулось по времени, это дело вас очень сильно беспокоит, прям напрягает, это такая, знаете, как заноза сидит, решится, причем решится благодаря двум людям, два человека. Один высокий человек, второй, скорее всего, женщина невысокого роста. То есть два человека, которые помогут вам решить это дело, которое тянулось просто бесконечно долго. И знаете, решение там какое-то вообще очень простое, да, очень простое решение. И вы еще потом будете думать, почему я так долго тянула, либо тянул, да, почему не шла на это дело. Так. Еще я вижу у вас новости, хорошие новости, приятные новости, которые вас не только, скажем так, порадуют, но и вдохновят на какие-то действия, на какие-то поступки. Что-то вот именно, знаете, это, скорее всего, новости о каком-то путешествии, да, либо вы куда-то поедете, либо к вам кто-то приедет. Причем это издалека, это не близкое путешествие, и человек к вам приезжает тоже откуда-то издалека. Для кого-то вы станете большим примером. Кто-то прям на вас корону оденет, да, или кого-то вы икона. И вы будете стараться соответствовать. Это тоже не случайно, потому что высшие силы видят, что вы иногда хандрите, что вы иногда, скажем так, себя не цените. А так у вас просто как обязанность пойдет, да, быть лучше, выше и сильнее. И вы вот прям действительно расправите плечи, действительно у вас взор прояснится, и вам захочется творить, любить, и чтобы все было хорошо. Здесь у вас большая белка. Слушайте, вам будут даваться какие-то возможности, чтобы вы запасались, вот в прямом смысле слова, да, какие-то запасы делали на жизнь, на будущее. То есть, может быть, это там, не знаю, какие-то ресурсы будут на вас падать, да, либо возможности какие-то открываться. Берите все, запасайте. Вот белка не зря вышла у нас такая, запасайте, это все вам во благо будет. Да, все несите в свой домик, в свое гнездышко.
Так, еще вижу человека с лисьим хвостом, очень хитрый человек, человек, который, прям не знаю, какие-то острые моменты создает, да, вот человек, который создает острые моменты, при этом лисий хвост, он как будто бы там подметает этим хвостом все следы, чтобы никто там никогда на него не подумал. Вот на этого человека придет указалочка, что вот именно он плохой, либо она плохая, берегитесь. Сможете от этого человека отдалиться, причем даже вот я не вижу, что вы и не сожалеете, скажете, вот слава богу, иди своей дорогой, да, меня не трогай. Так, еще вот собака какая-то интересная, небольшая, маленькая собачка к вам в жизнь заходит, и вот человек на букву Д. Человек на букву Д, он к вам очень хорошо расположен, влюблен в вас и, скорее всего, будет добиваться вашего расположения. Но тут, знаете, больше как по дружбе пойдет, да. Ну, человек, знаете, такой из серии воздыхатель ни о чем. Да, будет там любить, да, будет там комплиментами засыпать, но не более того. К сожалению, человек такой. Либо он не свободный, либо человек, который понимает, что вы слишком разные, да, и что вам не по пути, да, что ну, такой королеве не соответствует. Так, в будущем судьба для вас приготовила какие-то невероятные дороги, очень много дорог, и все дороги вот они достаточно открытые, просторные, и вы прям везде успеете, да, будет казаться иногда, вы будете смотреть на свою жизнь и не будете понимать, как я все успеваю. Здесь прям такая сороконожка вышла, которая везде успеет, у нее 40 ножек, да, на всех дорожках она побывала, все дела она поделала, как это прям ускорение у вас в жизни пойдет, и вы прям от себя, да, не ожидая, вот прям, знаете, все вам по плечу, любое дело ваше, и вы прям блистаете в прямом смысле этого слова. Так, здесь еще какой-то вот, не знаю, тут подарок, что ли, то ли вещи какие-то, то ли упаковка какая-то. Что-то к вам придет. Придет неожиданно, какие-то вещи от какого-то человека почему-то вам оставляются. Может, это какое-то наследство, а может быть какие-то вещи, которые, вот я не знаю, они важны, нужны, больше как раритет какой-то идет. То есть какой-то вот от кого-то получите именно вот, не знаю, наследие, вещи, может быть, мебель даже какая-то, предметы мебели. То есть что-то старенькое, но оно необычное, оно раритетное, оно какое-то вот, либо оно ценное вот по деньгам, да, либо ценное по воспоминаниям. Но это порадует вас, реально, это вас порадует. Так. Еще тут такой момент, когда очищение пойдет. Вот кто-то негативил, кто-то переживал, кто-то считал, что вот там по жизни не везет, да, и кто-то прям такой колючкой жил, да. И, мои дорогие, вот очищение у вас пойдет, вы сможете избавиться от этого огромного камня, который просто, не знаю, там висел у вас на шее, тянул вас вниз. Кто-то вот к чисткам будет прибегать, кто-то к каким-то практикам. То есть вы себя почистите, я это вижу точно. То есть улучшение, однозначно пойдет улучшение. Так, ну и вижу у вас еще по судьбе какую-то невероятную покупку, от которой вы, скажем так, воздерживались, вам казалось, что ну, слишком дорого, неважно, не нужно, да, и тут будет какой-то счастливый случай, когда просто, знаете, как мечта исполнится, да, вы неожиданно встретите такое хорошее предложение, очень выгодное для вас, и вы эту покупку совершите, и вас она будет очень-очень радовать, причем очень долгое время. Так, мои дорогие, подарков будет много, все подарки важные, интересные. Такое гадание, я думаю, буду делать раз в месяц, будем смотреть, чем вас судьба балует. На этом сегодняшнее гадание закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.